сегодня у нас встреча в историческом парке очень интересная. Я представлюсь, меня зовут Соловьев Дмитрий Иванович, я директор исторического парка и исполнительный директор отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия. Сегодня к нам в гости пришел очень интересный, яркий человек, герой России Малахов Михаил Георгиевич. Михаил Георгиевич Малахов. Герой Российской Федерации, почетный полярник, заслуженный мастер спорта, кандидат медицинских наук. В 1992 году Михаил Георгиевич впервые за тысячелетнюю историю России на лыжах донес государственный триколор до Северного полюса и водрузил его там. 3 года спустя Малахов и канадец Ричард Вебер реализовали многовековую мечту полярников всех стран – без поддержки дойти пешком до Северного полюса и обратно. Вот уже 20 лет никто даже не пытается повторить этот рекорд. Михаил Георгиевич – один из зачинателей народной дипломатии в нашей стране. Он организовал много международных проектов в области культуры, спорта, медицины, образования, экологии. В 1990 году осуществил первый в России международный фестиваль тепловых аэростатов «Небо России», дав толчок к развитию этому новому виду спорта. Инициатор очистки российской антарктической станции Беллинсгаузен. С 2009 года Михаил Георгиевич возвращает из небытия великие географические свершения российских первопроходцев. Итоги экспедиций на Аляску, Алиутские острова и Шпицберген, выраженные в книгах, фильмах, выставках и лекциях, служат отличным средством воспитания подлинного патриотизма и ярким примером гордости за историю России. Сам по образованию медик, кандидат медицинских наук, исследования которого связаны с адаптацией человека к экстремальным природным климатическим условиям. Он автор и непосредственный участник многочисленных арктических экспедиций, антарктических экспедиций, и, значит, в Центральную Азию, на Гавайские острова, ну и многочисленные экспедиции в нашу российскую Арктику. Сегодня он прибыл всего лишь на 1 день, и, конечно, это для нас большая удача, что он, несмотря на очень плотный график, нашел возможность встретиться с вами, с молодежью. Я не знаю, как это получилось. Действительно, я стал первым героем России за полярные экспедиции в далеком 1995 году. Причем, удивительная вещь, конечно. В этом году исполнилось 30 лет. Исполняется этими днями 30 лет, как вот мы с моим канадским товарищем Ричардом Вебером от Земли дошли до Северного полюса и вернулись на абсолютно автономном режиме. Без всякой поддержки. 2 человека. Канадский инженер-механик и российский врач. Я, правда, уже к тому моменту кандидат медицинских наук. Вот, и как раз меня пригласили в экспедицию Шпарова Дмитриевича. Наверное, кто постарше знает, да, полярные экспедиции ставили целью дойти до Северного полюса. И меня, как врача с научным мышлением, туда пригласили. Да, до этого путешествовал везде и всюду, но как-то и на байдарках, и на это в горы поднимался. Но вот когда попал первый раз на север, это приклеилось. Это вошло глубоко внутрь, сидит там до сих пор. Как врач объясняю, почему? Наверное, все-таки полярные условия требуют прежде всего полной мобилизации и полной реализации тех заложенных в тебя природой качеств, и от этого испытываешь удовлетворение. А давайте посмотрим, как выглядит Северный полюс. Все года и века и эпохи подряд все стремится к теплу от морозов и вьюг. Почему ж эти птицы на север летят, если птицам положено только на юг? Слава им не нужна и величие, вот под крыльями кончится лед.
И найдут они счастье птичье, как награду за дерзкий полет. Что же нам не жилось, что же нам не спалось, что нас выгнало в путь по высокой волне? Нам сиянье пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает сиянье в цене. Тишина, только чайки, как молнии. Пустотой мы их кормим из рук. Но наградою нам за безмолвие обязательно будет звук. Ура! Мы на Северном полюсе! Как давно снятся нам только белые сны. Все иные оттенки снега занесли. Мы ослепли давно от такой белизны, но прозреем от черной полоски земли. Наше горло отпустит молчание. Наша слабость растает, как тень. И наградой за ночи отчаяния будет вечный полярный день. Знаете, вот так примерно выглядят современные походы по льдам Северного Ледовитого океана, в том числе и на Северный полюс. Сразу говорю, это не наша экспедиция 1995 года. Это один из вариантов. Дело в том, что в 1995 году мы сделали действительно интересный проект. От Земли до Северного полюса и назад 123 дня без внешней поддержки какой-либо. Впервые за 400 лет люди, канадский инженер-механик и российский доктор, дошли вот в таком варианте. Без собак, как заявляли Пири, без эскимосов, Кук, используя собственные человеческие ресурсы. Это означало 20 километров в день, каждый день, в течение 4 месяцев с начальным весом 230 килограмм на человека. Без выходных. При начальной температуре у нас до минус 60, полярной ночью, назад возвращались, был полярный день и так далее. Понимаете? Это была медицинская задача. Потому что когда мы стали анализировать, я до этого 2 раза побывал на полюсе с флагом Советского Союза, пересекали с канадцами от Сибири через Северный полюс, за канадского археологического архипелага ходил. Ну, все это была поддержка. А вот потом, и мы когда читали с моим каналом Ричардом Вэм, черт побрал, вот мы видим вот такой полюс. Читаем книги, я любил всегда историю, да, Пири, Кук, чего они там писали. Все по-другому выглядит. Поэтому критиковать классиков, с уважением отношусь к этим парням, которые шли на полюса в начале 20 века, но как-то не в моих правилах критиковать. Ты сам что сделал? И тогда пришла мысль, а как эти ребята шли? Да с поддержкой. Да, собака в Пири, 123 собаки, 5 партий было людей, понимаете, до определенной точки довели и все. И поэтому мы поняли, другая формула, другой подход. 6 лет мы готовили и сделали. Вот, а кто вас туда направил? Никто, собственная идея. Как? А деньги? Я их заработали. Выучил английский, читал лекции в Америке, Канаде. У нас в стране деньги в 90-м году зарплату не платили, вот помните, да? Как я могу государство за собственные бредовые идеи, никто же не верил, да, спрашивать деньги? Понимаете, это вызвало некоторый вопрос. Говорит, мы должны спросить, как всегда, компетентных людей и компетентные ведомства. Через месяц позвонили, сказали, поздравляем. Ребята, говорю, ребят, надо верить в себя. И государство потом признает. И идти до конца, признает. Если вы это что-то делаете действительно полезно. Так вот становятся героями, даже ничего не спрашивая, просто быть самим собой. Сегодня я вдруг понял, выступая на
заседании, посвященном Дню науки, но я еще и стал первым героем за научное исследование. Это был эксперимент над самим собой. Надо было создать систему полностью жизнеобеспечения человека во время длительного автономного пребывания на дрейфующих льдах Северного Ледовитого океана. Нет инструкции. Руководство, бери то, делай так, кушай то, спать надо. Нет. Надо было все сделать. И вот это был драйв. Какой там героизм? Да не думалось про это. Надо было это делать. Вот интересно, был такой исследовательский, был ажиотаж, и он вот завершился так успешно. То, что сейчас показывал Александр нам, да, мы ходили 200 километров до полюса, дошли, чтобы что там сделать? Сыграть в теннис. Рязань сказал, я люблю играть в теннис. Даже чемпион страны среди ветеранов, вот большой теннис такой, да, вот, и вдруг как-то у меня ребята мои, вот ты там с иностранцами ходил, нас сводили, рязанцев, команда теннисистов. Я говорю, ну, ребят, 20 раз идти, холодно, со своими, не понимаю. И вдруг, любовь к истории, боже ты мой, 2008 год, 100 лет назад была организована первая в стране спортивная федерация. И этой федерацией был не футбол, не хоккей, была федерация тенниса, большого тенниса. Ну, вы слышали, вот сейчас наши ребята, даже в условиях изоляции, одни из лучших в мире. Город действительно спортивный, и сюда приглашают. И мы решили, все, пришло понимание, идем. Но мы не знаем, а что там? Потому что полюс всегда меняет. Вы видели, то вода, то вот такие льдины, может быть ветер и так далее. Это был драйв. Вот то, что я всегда люблю, непредсказуемость. Но удача всегда бывает. Надо только уметь ее поймать и быть к этому готовым. И мы сыграли первый теннисный матч на Северном полюсе. Хорошее покрытие было, все замечательно, 2 часа 50 минут. Позвонил Торпищеву, но это самый уважаемый, наверное, спортивный руководитель нашей страны. Он до сих пор входит в Международный олимпийский комитет. Настолько уважаемый. Я говорю, Шамиль, сыграли. Ох, я уже приготовил коньяк. Ребята, бью за вас. Но дальше произошло вообще потрясающе. Он приезжает, мы же вернулись, все, там в Москве нас встречали, аплодировали больше, чем Кафельникову, там, чемпиону Уимблдона. Вот, хотя нет, цель была. Приезжает к рязанскому губернатору Олег Иванович Ковалев, а мы с ним в Госдуме работали, с Ковалевым, мы тоже играли в теннис, говорит, слушай, у тебя такие классные теннисисты в Рязани. Я, как президент федерации теннис всей страны, даю 500 миллионов, за тобой 300. И мы построим у вас теннисную академию. Вот приятно, знаете, вот дурака валяли, играли в теннис. Так вот, для себя, да, за собственные деньги. А сейчас в Рязани есть академия тенниса, которой талантливые ребятишек со всей страны обучаются. Не бойтесь делать сумасшедшие вещи. Если чувствуете, что это интересно, это что может кому-то быть полезными. Студентам говорю. Когда мы с Ричардом вот сходили на Северный полюс, вы знаете, я почувствовал, прошла какая-то грань. Я не ходил более сложного маршрута, чем пройти 2 раза самый тяжелый лед в Северном Ледовитом океане между Северным полюсом и канадским арктическим архипелагом. Потому что туда и дрейф подгоняет, поломанные льды, и мы его 2 раза прошли. Пересекать, мы знали, у берегов России, я уже это пересекал, лед проще. У Аляски то же самое, пусть это будет длиннее. Самый тяжелый дорогу мы уже прошли. И, вы знаете, понял, что неинтересно. Я не нахожу что-то более вызывающего. Ребят, если брать, так уж Эверест. Но когда ты стоишь на Эвересте, дальше, понимаете, вот, все остальные горы внизу. Лучше не повторяться. Надо делать, надо искать другой Эверест. Даже в Госдуме поработал. Ну, не то. Не то. От себя не уйдешь. И так родилась идея повторять походы российских первопроходцев, имена которых на картах не только нашей страны. А у нас в Рязани есть дом Загоскина Лаврентия Алексеевича, человек, который описал миру
Первый европеец прошел по реке Юкон. Это Аляска. Мне так казалось, что, конечно, я читал Джека Лондона и восхищался, даже съездил в Калифорнию, смотрел, где у него было это имение, вот, а в голове свербил. Почему мы изучаем Аляску, бывшую русскую колонию, российскую колонию, из произведений, пусть уважаемого, великолепного писателя, американца? Что, своих, что ли, не было? А потом в один прекрасный момент почувствовал, все, настало время посмотреть, где наследил Загоскин. Сходим и посмотрим, где отличился Лаврентий Алексеевич, первопроходец Юкона. Мир стал известен благодаря его книге. И он, кстати, в период организации Русского географического общества, он получил премию вместе с академиком-математиком, как его там было, Дмитрий Иванович, в 1846 году. Он докладывал свою экспедицию. Аляска, ищу кто лучший. Один профессор Института всеобщей истории оказался в Вашингтоне, в архивах. Там после продажи Аляски архивы российско-американской компании, которая управляла колониями, да. Я покупаю им билет, приглашаю профессора в Рязань и задаю вопрос. Собираюсь на Юкон. Что мы там найдем? Что там от нас осталось? Он говорит, 150 лет прошло. Ничего. Хотите посмотреть, что осталось? С 2008 года мы, Рязанское областное отделение Русского географического общества, пытаемся с помощью экспедиции вернуть забытые и малоизученные страницы российской истории. Истории Русской Америки. Истории контактов двух великих держав мира. Истории героических подвигов и открытий русских первопроходцев, положивших на карту ранее неизвестные районы Земли. Алексей Чириков, Григорий Шелихов, Александр Баранов, Василий Головнин, Лаврентий Загоскин. Их имена теперь разбросаны по всей карте Аляски, ведь границы Русской Америки простирались от форта Росс в Калифорнии до селений на Юконе и Кускаквиме. В 1788 году российские штурманы Бочаров и Измайлов на небольшом лесистом островке в заливе Принца Вильяма закопали медную табличку «Земля российского владения». 231 год спустя мы побывали на этом острове, в том месте, где табличка закопана. В период с 2009 по 2019 год мы провели 13 экспедиций на Аляске, Алеутских и Гавайских островах. Впервые после продажи Аляски Соединенным Штатам Америки в 1867 году мы попытались увидеть, чем живет та часть суши, которая 1,5 века назад еще была российской. Около 22 тысяч километров пешком, на байдарках, автомобилях, яхтах, по территориям открытым и освоенным нашими соотечественниками. На Аляске, как и в России, существует традиция оставлять кресты в наиболее памятных местах. Вот этот крест стоит на месте бывшей деревни Кукуя. Десятки труднодоступных населенных пунктов и развитые города, бурные реки и бушующий океан, сломанные лодки и порванные палатки, горные крутые склоны и непролазные топи, медвежьи атаки и хирургические операции на самих себе в полевых условиях. Трудно, опасно, рискованно. Но этого стоили наши удивительные открытия. Здесь, на территории иностранного государства, где уже давно нет россиян, до сих пор хранится большой пласт русской культуры. Таблички с русскими именами и фамилиями, православные церкви и кладбища, российские праздники и русская авось. Русские традиции настолько укоренились, что многие местные считают русских своими предками. Нам удалось раскрыть тайну реки Медной, до которой так и не добрались российские исследователи XIX века. Мы прошли по всей системе переносов, своеобразных транспортных магистралей Аляски времен Русской Америки и дали их подробное описание. Из экспедиции мы привезли множество интереснейших артефактов, характеризующих жизнь и туземцев, и русских первопроходцев. Эти вещи стали экспонатами уникального и единственного в своем роде
Рязанского музея путешественников. Наша миссия – донести до сведения всех россиян тот подвиг, который совершили наши соотечественники более 200 лет назад. Во времена российско-американской кампании Аляску только-только открывала западная цивилизация. Русской эта часть Америки была немногим более 100 лет. Но до сих пор местные жители испытывают искренние, добрые чувства к россиянам. Мы убедились в этом лично. Русская Америка еще жива. У такой далекой Аляски русская вера, русские фамилии и русская душа. Следы России остались даже в тех поселениях, которые ничто не связывает с нашей родиной. А экспедиции для нас неожиданно стали возвращением. Возвращением к родным берегам. Для нас, а также для россиян и американцев, узнающих из наших фильмов и рассказов о славных деяниях русских первопроходцев и их совместном с коренными жителями Аляски успешном выживании в трудных географических условиях. Нам есть о чем вспомнить и чем гордиться, что является надежным базисом непростых российско-американских отношений. And I greet you guys in my house. Thank you. And this are tears of joy. Thank you. Вот этот 80-летний Филипп на реке Кускаквим встретил за 5 километров до селения на мотор. Я знаю, вы русские идете. Эти прочитал. Я вас встречу. Встретил с сыном, байдарки погрузили, домой привезли, накормили. Не наливали. Сухой закон. И сказал: парни, когда был мальцом, мой прадед Тайон, главный русскими назначенный, сказал мне: Филипп, жди, они еще вернутся. Парни, я прожил не зря, вы пришли, спасибо. Понимаете, это нигде невозможно прочитать, ни в каких архивах в Вашингтоне и так далее. Это надо идти к людям и с ними разговаривать. Я собирался один раз ходить на Аляску, но мы прошли 13 экспедиций, все места, связанные с открытием и освоением нашими соотечественниками, в том числе из Якутии, естественно, и территории, которые ныне процветающий американский штат Аляска. Выявили совершенно потрясающий культурологический феномен сохранения элементов русской культуры на территории чужого, ныне чужого государства, без первичных носителей этой культуры. Помнят эти эскимосы. И с уважением. Ну, вы видели. Названия, традиции, святки. Встречали Новый год, празднуют. Конфессия, самая распространенная, православие. Кстати, первый православный святой, преподобный Герман Аляскинский. Уроженец Рязанской области. Специальную экспедицию. Понимаете, один раз, 13 экспедиций. Все прошли, посмотрели. Вы знаете, вот колония была, а нас вспоминают добром. 800 представителей России в лучшие времена осваивали эту территорию. 800, без всяких войск. А какая память? Дорого стоит. Поэтому после одной экспедиции другие последовали, да, и совершенно удивительный, конечно, факт, мало кто знает, ну, такова история, наверное. Гавайи, да, тоже чуть-чуть не стали Россией. Александр, покажем. Одно из немногих мест пребывания россиян на Гавайских островах – Елизаветинская крепость, построенная россиянами совместно с гавайцами на острове Кауаи. В центре крепости стоял флагшток, а наверху города развивался флаг российско-американской компании. Теперь, 200 лет спустя, мы, участники экспедиции Рязанского отделения Русского географического общества, вновь подняли флаг российско-американской компании над этим островом. Этот флаг – свидетельство цивилизованного пребывания наших соотечественников на Гавайских островах.
Smoking, smoking love. Smoking, smoking love. Yeah, you know. Well, everything is alright, girl. Why you know when I'm smoking with you? Whoa, it's been a little time inside, put it up, girl. You know what to do. I wanna get high over the moon on the left side, pass it over to you on the low. Everything is alright, girl. Why you know when I'm smoking with you? Give me that good high grade, that Bob Marley strain, will make you feel no pain, you know. This smoke I feel me brain, listen to my octane, you know me now go change, you know. Let's sip some good champagne and puff some good champagne, I hope you feel the same, you know. And girl, don't play no games because you know what I'm talking about. I wanna get high, baby, let's go. Come on, I wanna smoke a big spliff with you. I wanna get high, baby, let's go. Come on, I wanna smoke a big spliff with you, cause you're my Smoking, smoking love. Smoking, smoking love. I wanna be alone with you and get us down. I wanna go home with you and let alone. I wanna get high, I wanna get low. Come on, I wanna smoke a little spliff with you. I wanna get high, I wanna get low. Come on, I wanna smoke a little spliff with you. Smoking love. Вы знаете, удивительная, конечно, история. Мы побывали на этих Гавайских островах, 4 крепости, и 2 были известны, 2 мы еще нашли места. 1,5 года это была территория Российской Федерации. Ждали ответа Александра I. Бюрократия, вы знаете, в те времена тоже была сильна. Боялись, а что сказать княгине Марии Алексеевне, что скажет Англия? Никому не принадлежали острова. Идея была прекрасная. 2 недели на Аляску продукты возить, 2 недели до Дальнего Востока российского. Замечательно, не через всю Сибирь тащить, да, а там все растет, знаете, очень хорошо. Не срослось. Но память сохранилась. Память сохранилась в названиях вот этих мест, где пребывали наши с вами соотечественники. Всякое бывает, главное, не стыдно и не убили, как Кука наших. Были на могиле Кука, памятник стоит, но памятник поставили англичане. А нашим никакого памятника не стоит. Я объявил в аэропорту Гонолулу японский сад. Гонолулу в 1941 году, в декабре, вы знаете, бомбили. Эскадра стояла в заливе Касатка на острове Туруп, на наших Курильских островах, мы там тоже были, да. Вы знаете, японский сад, как это так, чего, как, почему? И маленько находим табличку. В память о 55 японцев, которые приехали осваивать сахарные тростники. Конечно, это повод. Понимаете, никто табличку не читает, она стоит так, да? Но важно, что люди сохраняют память добрую, а вот нашего там ничего нет. Понимаете, обидно, когда мы собственную историю, сделав доброе дело в других странах, а вот как-то не проповедуем. Вот где мы путешествуем, вставляем памятные таблички. По крайней мере, делаем то, что можно. Конечно, была Русская Америка. Там Шпицберген у нас, в том числе воздушные шары, которые я 35 лет назад, вторая дата, впервые в России запустил. Почему? Да пригласили меня летать на воздушных шарах над Южным полюсом в далеком 1989 году. Еще в советское время, быть врачом этой экспедиции, которая целью была поднять воздушный шар над Южным полюсом. Я в школе понял, боже ты мой, а ведь оказывается, в краеведении читал, на 32 года раньше братьев Монгольфьеров в небо поднял шар, надутый дымом вонючим, Рязанский подьячий Крикутной.
Когда вдруг мне, я сидел, книгу писал в Англии в далеком 1989 году, позвонили с юга Англии, человек сказал: доктор Малахов, приглашаю вас быть врачом в Антарктиде, полетать над Южным полюсом на воздушном шаре. Ребята, учитесь хорошо. Эту историю при крутом вспомнил, говорю: господин Лавал, да не вопрос, но сначала потренируемся. Я в шар не видел никогда в глаза. Издали только в Торонто где-то летал. Да. Потренируемся в Рязани, рассказываем при Кутно. Говорит: правда? Приехал через месяц, посмотрел, будем летать. Понимаете, вот веришь в свою детскую мечту, и вдруг потом наступает условие, бах! С тех пор это был первый большой фестиваль, 24 иностранных воздушных шара, сейчас же наши летают. Фестиваль назвали «Небо России». Приятно сказать, что до сих пор каждый год в Рязани проходит фестиваль «Небо России». Северный полюс, он, конечно, объединяет, что здесь говорить. Ну, я вам говорил о том, что все-таки от себя уйти трудно, и поэтому между походами на Аляску еще нашли один предмет нашей гордости. Запускаем, Александр. Арктика. Сложно найти более суровое и труднодоступное место даже по сегодняшним меркам. Край загадок и тайн. Именно здесь решалась последняя фундаментальная задача о реальной форме нашей планеты. Со времен Ньютона стало ясно, что это не шар, а сфероид, приплюснутый у полюсов. Как и насколько искривлена наша твердыня. Почти 3 столетия лучшие научные умы предпринимали отчаянные усилия, чтобы провести необходимые измерения. Планы амбициозных экспедиций составляли все ведущие страны. История выбрала только 2 из них – Россию и Швецию. 1899 год. Объединенная эскадра российских и шведских судов под началом самого мощного в мире ледокола «Ермак» прибыла на далекий ледяной архипелаг Шпицберген. Команде лучших исследователей из обеих стран надо было выполнить непростую задачу – измерить реальное расстояние от крайней южной до самой северной точек этой Земли, фасадом смотрящей на неизведанный тогда Северный полюс. Методика единственная – строительство геодезической триангуляционной сети из 31 сигнала, которые надо поставить на самых заметных вершинах. Никто и никогда не решал задач подобной сложности в суровых арктических условиях. Весь научный мир в течение 5 лет пристально следил за драматическими событиями на Святых Русских островах, как первоначально именовали их «Русские поморы». Много раз экспедиция была на грани срыва. Сигналы падали и ломались, ученые замерзали, голодали и срывались в пропасти на ледниках. Суда садились на мели, неделями блокировались льдами. И все-таки первопроходцы своего добились. 500-километровая линия через весь архипелаг была измерена с точностью до сантиметра. И так уж получилось, что большую часть исследований и самые опасные из них выполнили российские ученые. Но что осталось от героических свершений участников первой в истории совместной полярной экспедиции? Какова судьба рукотворных сигналов, поставленных россиянами и шведами? Почему никто, несмотря на решение ЮНЕСКО о важности изучения наследия российско-шведской экспедиции, так этого и не сделал? В течение 2 месяцев 2014 года экспедиция Русского географического общества на яхте и пешком прошла более 3000 километров по проливам, островам, ледникам, тундре Шпицбергена, следуя маршрутам знаменитой экспедиции. Все было как и на рубеже 19 и 20 столетий. И как результат, арктические отшельники, которые хранили молчание более 100 лет, наконец-то обнаружены и стали говорить. Фильм «Русские вершины Шпицбергена» ответит на вопрос, сохранились ли геодезические сигналы, поставленные в экстремальных условиях на вершинах гор, многие из которых носят русские названия.
Фильм убедительно покажет современным россиянам, что наши соотечественники не стояли на обочине мировой науки, а были ее реальными творцами. И это, без сомнения, предмет российской гордости и подражания. Знаете, вот страшно обидно. Мы сделали большую работу, которой пользуется весь мир. И никто про это не знает. И мы сами не знаем. Мне приятно сказать, что сегодня я вручил вашему председателю правительства атлас всех этих вершин, вот этих всех памятников. Они действительно уже памятники. На Шпицберге, Норвегии не знают, шведы не знают. Вот, думали, они нас поддержат. Да нет, 42 вершины пошли, все описали, сделали. И это дало возможность создать атлас. И наше Министерство иностранных дел в ЮНЕСКО представило. Теперь это в списке всемирного культурного наследия. Как наш с вами вклад в мировую цивилизацию, который не оспоришь. Но вот мы-то про это и не знаем. Вот все проблемы. Вопрос. Вот вы на этом переходе, где 123 дня шли, у вас первоначальный вес был 73 килограмма. А когда пришли, вы сказали, у вас был вес 71,7. То есть вы потеряли только 1300 грамм своего живого веса. 1200. Ну, 1200, да? А у меня такой вопрос, как вы питались, потому что вы же шли 20 километров в день, у вас были вот бешеные нагрузки, и притом, чем питались? Ой, вы знаете, 17 наборов продуктов, сублимированные, все специально готовили, да, все равно все было вкусно, и сушеный, самый жирный, сыр французский, брали мясо, вареный, сушеный. Мы даже крупу варили, сушили, потому что крупа до 10-12% содержит влаги, а мы ее сварили, высушили, 4%, ну как спирт, он не бывает 100%. Так, коллеги, давайте мы все-таки предоставим еще возможность хоть кому-нибудь задать вопрос, ладно? Вы меня простите. Есть еще вопросы? Устали все? Студенты? Кто? Соленый, конечно. Через несколько лет, несколько сезонов кристаллы начинают под ярким светом опускаться вниз, поверхность может быть тогда пресной. Длительные походы в Арктике чем отапливались? Отапливались? И варили на чем? Да, нормальные примуса, нормальный очищенный хороший бензин. Поэтому, но у нас не было никакой теплой одежды. У нас ни пуховых, ни меховых мы с собой не брали. Мы были белки в колесе, которые шли и работали. Я специально измерял ректальную температуру во время походов. Она зашкаливала, поэтому нам не нужна была теплая одежда. А когда мы останавливаемся, полчаса есть до замерзания, надо успеть поставить палатку, а там уже примусок и хороший пуховой спальник из лучших, который надо еще уметь работать. Поэтому это не проблема. Но была проблема, вот что значит хорошо учиться в школе. Мы экономили, знаете, на чем? Мы изобразили температуру наверху палатки, когда есть солнце, и внизу. До 20 градусов может быть разница. Понимаете, если там минус 15, значит наверху, снаружи, наверху может быть плюс 5. А плюс 5 уже все. Мы подвешали туда спрессованный снег, и пока сидели в палатке 2 часа, он начинал уже таять. А если солнце еще там теплее, мы за ночь, не потратив ни грамма горючего, получали до 9 литров воды в мае месяце уже. Понимаете, никто это не делал. Вот до сих пор для меня звук падающей капли, мы ставили кастрюльку, это был, знаете, это победа интеллекта над дикой природой. Понимаете, вот приятно про это вспомнить. И я хочу, Без Иванович, не обижайтесь, 2 минуты показать следующее. Мы прошли с вами по северным, по южным регионам, не показал вам Дальний Восток, до следующего раза оставим. Но я хочу, чтобы у вас осталось, где бы мы ни были, у меня, по крайней мере, то место, откуда мы с вами, это главный, не Северный полюс. То место, мы откуда с вами, своя родина, она главная. Для меня это Рязанская Мещера и Рязанский край.